Так. Второй. Тишина и спокойствие, только ветер, гудит ветка. Даже тетеревов нету. Только кулики радуются своей жизни кулика. Хотел для себя, чтобы дойти по улице до леса по Гати, лишнюю палку, вторую, которая у меня сломалась, когда сюда шел. Чуть-чуть, можно сказать, отошел. Как тут утка взлетела. Большая вероятность, что гнездо. О, точно. Ну, извини. Гнездо прям. Убегаю. Нафиг мне вторая палка. Пошел домой. Не знаю как это. Засидку. Тем более редко, вон, за все утро первый раз гуси пролетели, другие все пролетят. Ох, нелегкая эта работа ходить по болоту. Такой ветер ясновидно сбивает, надо поправлять. Это я вышел из засидки, бабах, и стайка налетела гусей. Круг над головой дала и улетела. А я, собственно говоря, пошел за палкой и даже ружье не взял. Да, далековато от меня были. Относительно. В прошлом году также была ранняя весна, утки рано прилетели. Кряковые в первую очередь летят, сели на гнезда. Потом снег выпал 8 или 9 мая. Офигенный снег. И -8. -8. Поколение вымерло, в принципе. Осенью, в принципе, крайне мало уток было. И в этом году уже мало летят. Так что погода, ой-ой-ой. Погода влияет на урожайность уток. Сильно влияет. Прилетевшая стая разозрела, решили посидеть. Тем более тучи разгоняться стали, солнце выглядывать сквозь облака. А вот еще прилетят. Сидим, ждем. Да, ветер. На ветру сразу сопля пробивается, блин. Утепляться надо. В прошлом году в нашем поселке волки бегали. Втихаря одного стрельнули, и волки все, убежали. А в этом году всю зиму писали, в вашем поселке волки бегают, все боятся, блин, ничего сделать не могут. Что у вас там делают? Что там ваш поселок привлекло? Количество бездомных собак, которых прикармливают, сердобольные. Домой не забирают, на улице держат. Вот что тут, это офигенная еда для волков. Они порой бывают, собак отгоняют, кашу там с тарелок едят. Им зачем силы тратить собак догонять, если вот целая такая лоханка стоит с кашей готовой. Сердобольные женщины, это самое Ну, естественно, мужик бы там выделил бы патрон-то. Да. И все. Первая мысль, которая у меня возникает, вы что, пристрелили бы? Так-то охотники-то добывали, но это, видишь, в поселке-то нельзя. Ну да. В Кослане, получается, там, ну это в основном 3 волка и тиранили-то. Грубо говоря, один там на перекрестке стоит, то ли на стреме, то ли как, а 2 там со двора собаку раздирают. И, ну, это люди рассказывают, видели. По Усогорску там бегали. А на станции так вообще вечером ни одной собаки нету. Все куда-то там прячутся по подъездам или что. Но зато днем целыми сворами бегают туда-сюда. Откуда и чьи хозяева там, хрен его знает.
Хозяев нет, вы выкинули, блин. И наверняка сердобольно их подкармливают. Подкармливают, они начинают там в стае сбиваться возле этой миски. Самое интересное, говоришь, волки собак отгоняют к миске, тоже суются Ну, а что нет-то? Едят. на халяву. Они, наверное, подкрепляются, чтобы можно было спокойно этих собак догонять. Им невыгодно их собак-то жрать, перестанут выносить тогда. А Тут да. же на постоянной основе тут выносят, все, вот тебе, пожалуйста, кушайте. При Союзе резко сокращали всех бродячих собак. Так вон по стране-то везде, то там собаки напали на детей, на ясно взрослых нападают. А че, люди разводят руками, а что мы сделаем, это же собачки. Не говори. Сначала рыдают, что плохо к собакам относятся там, а потом рыдают, что человека загрызли. Так в таких условиях это получается жизнь человека менее важна, чем жизнь собаки. Да. Раньше собака не нужна, блин, стреляли нафиг. А тут сердобольные, по-моему, больше вреда делает. А что за история у вас там тоже рассказывают? Какая-то калеченная собака, там деньги собирали. Это давно было, там, я не знаю, как он там попал, наверное, охотникам мешал охотиться. Кто-то стрельнул, попал, заднюю ногу ранил. Его там подобрали. Начали холить, леять, выхаживать. 2 раза там или 3 раза, не знаю, в город возили там на операцию, Охренеть. на реабилитацию. Там деньги собирали всем миром. Ну, к нам подошли, один там сказал, говорит, я могу 27 рублей, говорит, выделять. А почему 27 рублей? Ну, говорит, патрон столько стоит. К нам больше не подходили. Молодец. Мучили на протяжении нескольких лет этих собаку, а потом один хрен волки сожрали. Потому что на 3 ногах далеко не убежишь. Да. Чем заняться мужикам-охотникам, когда их насквозь продуло на болоте при охоте на гусей? Когда есть квадрокоптер, почему бы не полюбоваться на это болото, пускай даже при таком шквалистом сильном ветре, тем более технические характеристики этого дрона позволяют это делать. Наше болото небольшое, всего лишь 2 на 3 километра. К реке, куда идет сток воды с него, появляется озерца. На одном из таких озер мы вместе с отцом и братом поставили так называемый дворец для охоты на уток и гусей. 40 лет пролетело, а он все стоит и стоит, как ни в чем не бывало. Самое интересное на этом болоте, что внутри, под поверхностью, существуют какие-то водяные протоки. Когда не раз приходилось приносить вместо дичи в избушку достаточно больших карасей. Когда впервые столкнулся с этим плесь-плесь впереди себя при ходьбе по болоту, у меня глаза на лоб полезли. А потом привык. Карась сквозь водянистый мох с фагном достаточно спокойно мог выбраться на поверхность, а обратно залезть мозгов не хватало. Вернее, форма тела не позволяла. Рук-то ведь нету. Местами на болоте встречаются какие-то окна, из которого под напором, особенно весной, вытекает вода. Тут надо отметить, что наша засидка на гусей крайне сильно замаскирована и абсолютно не выделяется на фоне окружающего болота. Несколько лет назад здесь один товарищ проехал на каракате и сбил верхний слой сфагнума, моха, и след остался на века. По этому следу практически образовалась трясина, когда в броднях проваливаешься по самой неболой. Болото прилично трясинистое, поэтому для его освоения, то есть для более значительного, более легкого передвижения по нему, с минимальным риском для жизни, нами с 1979 года было протянуто несколько гатей. И то как-то раз одной ногой ступил мимо жерди и дна этой трясины не достал. Самым трудным оказалось посадить этот квадрокоптер. Шквалистый ветер буквально сдувал его с крыши засидки на гусей. Но если долго мучаться, что-нибудь да получится. Так что, может, пообедаешь, да пойдем? Продуло? Да не продуло, а что, потом надо зарядиться время, обратно еще дойти. Да, меня продуло, блин.
И я все больше гусятников обожаю. Как раньше в чистом шалаше. Хоть тут печка, хоть можно отдохнуть, полежать, погреться. Ходили в избу. Да. А тут даже если вот там что-то поставить, там будку какую-то, то тут Замучаешься ходить. бегай ты. Тут по такой трясине. Тебе нужно с утра сюда прибежать, вечером обратно. Такое себе удовольствие. Очень я согласен. Сейчас обед, чтобы калорий хватило до избушки дойти. И пойдем. Одна несчастная стайка прилетела за полдня. Ой. Ну, вы дверь по своим размерам, я смотрю, сделали. Я туда не особо влажу. Ну, конечно, еще сюда придешь, да, еще попадет, за раз потом замучаешься выносить. Да. Пускай там у вас подождут меня. Да. Рюкзачок, наверное, надо побольше. Приобрести. Ну, нормально, поохотился, нормально. Если, не дай бог, еще в лед бы стрелял, так Не говори. устал бы нести, наверное. В том-то дело. А я думал, что это ты в лед не стреляешь? Прямо за несколько метров пролетает. Я больше для души. А, Там покрякал, погагакал, и допустим, посадил, покрутил. да, Наслаждаюсь. молодец. До кучи и патроны сэкономил. О, это да. В лед хочешь, не хочешь, там летят как паровоз. Ну, засидка покида. Немножко порадовало, я тоже посмотрел, как вот гуси летают. Померз немножко на ветру. Почувствовал все прелести гусиного хода, да? Это точно. Все прелести почувствовал. Так, пошли вверх. Ну, покеда гусиная засидка. Бывай. У меня рука устает, вот эту дуру поднимать, опускать, а без нее хрен пройдешь. Ну как тебе очередной переход? Ну, по сравнению с позавчерашним, конечно, легче, но все руки. Нам-то ты в прошлый раз оттуда шел, здесь тяжко было, а сейчас наоборот, в обратную сторону там еще идти и идти. Ну ты быстрый. Пойду туда сейчас. Вася! Ой! Я с тобой равной скоростью идти не могу. Давай, ты покажешь, куда ты шел, а я с перекурами пойду. Я так не потяну. Фух. Ты куда отсюда шел? В ту сторону? Переходил вот по этому лесу. А, Потому что так можно перейти, но там по болоту надо. Получается, ты так прошел, вышел на зарубки и уже по тропе. ну если на тропу выйти, там просто легче будет, так ведь? Там везде сухо. Ну давай, мы одинаково не пойдем, это точно. Тебе заряжать надо свой телефон. Придешь до заряжая, а я потихоньку дойду. По дороге пообедаю. Вот раз не хухры-мухры. Так, ладно. Не, пока так посижу.